По инициативе бизнес-сообщества столицы и Ассоциации гостеприимства республики в Якутске проведена стратегическая сессия по развитию и продвижению всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Порядка 70 человек в течение 2 дней обсуждали вопросы по разработке механизмов развития событийного маркетинга и рассматривали всевозможные варианты современных методик и форм привлечения туристов в Якутию, в том числе посредством проведения локальных и известных широкой общественности мероприятий. Слушателями сессии стали предприниматели, занятые в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, туроператоры, производители ювелирной сувенирной продукции, ремесленники, кузнецы и местные товаропроизводители. Ведущим экспертом выступила генеральный директор ООО «Гранд Бюро», советник директора Центра развития туризма, эксперт по квалификации гостиниц и иных средств размещения, бизнес-тренер Вероника Скурихина. Основным предметом обсуждения стал ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии», организатором которого является окружная администрация города Якутска. Те подходы, которые вы используете, они не могут не дать результат. И это нормально, то, что у вас уже то, что о Якутии знают. И это видео вирусные с ресничками замерзшими, и рынок, произвели фурор. То есть запрос уже есть. Купели, погружение, то есть такое есть запрос. Сейчас вопрос состоит в том, что нам нужно сделать, чтобы это удовлетворить спрос. Потому что у нас не будет второго раза сделать первое впечатление. Поэтому здесь мы прорабатываем конкретно эти вопросы. И вопросы к качеству будут очень сильно уделяться, потому что это основа основ сейчас. Участники, разделившись на группы, работали над фестивалем с точки зрения въездного туризма. Постарались выявить проблемные зоны, скорректировать событийный продукт, проработать требуемые ресурсы для достижения поставленных целей. 6 рабочих групп продумывали механизмы продвижения уникальных турпродуктов, связанных с особенностями климатических и природных условий региона, самобытной культуры народов, проживающих в Якутии, и особенностью национальной кухни. При этом эти турпродукты должны были вызвать у туристов эмоции радости, восторга, удивление, ощущение того, что они попали в сказочный мир. Что мы сейчас как одна команда будем работать над этим. Это и туроператоры, это и ательеры, и рестораторы, и транспортники, и таможенники. То есть все, кто в индустрии гостеприимства, сувенирщики, ювелирщики, все, кто завязан на туризме. И в рамках этой стратсессии мы сейчас это поняли, и мы сейчас одна команда должны выйти на этот рубеж. Мы должны создать турпродукт конкретно для туристов, которых мы видим, для той целевой аудитории, которую мы хотим привести. Наш холод вызывает огромный интерес по всему миру. Кого-то он шокирует, кого-то вдохновляет. Но главное, никого не оставляет равнодушным. Перед бизнес-сообществом Якутии стоит задача монетизировать этот уникальный природный ресурс. В последние годы якутский холод стал одним из наиболее узнаваемых якутских брендов. Во многом это случилось опять-таки благодаря фестивалю «Зима начинается с Якутии». Я знаю, что для того, чтобы проект такого значения был успешен, важно взаимодействие власти, бизнеса, ассоциаций, всех участников туристической индустрии, которые работают именно вместе на одну единую цель. Потому что, перетягивание одеяла на себя или кто-то будет стоять в стороне, оно не даст результата. Туристический бизнес, он основан на командной работе, включая, если выходить за рамки и компании, и всего, это именно объединение. В конечном результате фестиваль должен стать грамотно упакованным турпродуктом для привлечения туристов не только из центральных регионов России, но и иностранных государств. По итогам сессии сформируется команда, которая в дальнейшем будет развивать фестиваль. Еще одним итогом проведенной сессии должна стать дорожная карта проведения фестиваля «Зима начинается с Якутии» 2018 года. Накопленный опыт будет использован для разработки стратегии развития въездного туризма в Якутске, который может внести ощутимый вклад в экономику региона.
В Якутске начался сбор предложений горожан по благоустройству общественных пространств. Национальный приоритетный проект формирования комфортной городской среды, инициированный Владимиром Путиным, стартовал в 2017 году. И уже за прошлый год в Якутске были обустроены 21 дворовая территория и 9 общественных пространств, в том числе сквер с памятником олимпийскому чемпиону Роману Дмитриеву и государственному деятелю Илье Винокурову. В 2018 году в Якутску на реализацию проекта будет выделено порядка 50 миллионов рублей. Принцип отбора относительно прошлого года немного изменился. Сами жители будут решать, какие скверы и площади столицы нам стоит реконструировать, модернизировать или построить. Все, что нужно горожанам, это успеть внести до 9 февраля свои, пусть даже самые смелые, предложения по улучшению городских общественных пространств. Для этого нужно просто написать на специальном бланке название или адрес общественной территории и опустить бланк в ящик для сбора предложений. Предложения, набравшие наибольшее количество голосов и наиболее проработанные технически, будут реализованы. Для сбора предложений открыли 5 точек со специальными урнами и бюллетенями, как на выборах. Первая такая точка открылась в одном из самых посещаемых из общественных мест города, в головном офисе МФЦ «Мои документы». Уже сейчас могу сказать, что вот по тем предложениям, которые сейчас уже поступают на сайт окружной администрации, мне люди пишут так, вот на OneClick пишут, видно, что людей, конечно, очень интересует тема обустройства территорий вокруг наших водных объектов, так как мы проточность городского канала обеспечили, у нас сейчас поэтому и озера очистились, и внутри города уже такая проточность появилась по горканалу, и у людей уже есть желание, вот и район Талого озера более быстрыми темпами, чтобы мы ремонтировали, чтобы озеро Сайсары, на самом деле прекрасный такой водный объект, все-таки получил такое достойное обрамление в виде благоустройства вокруг территории всего озера. Есть предложения по автодорожному округу, там тоже вот вокруг водных территорий. Есть предложения по бульварам, по созданию таких локальных скверов, в том числе связанных с именами наших знаменитых земляков. Есть предложения по въездным территориям в наш город, например, вот территория рядом с аэропортом тоже есть сейчас, я насколько знаю, прекрасный проект, который при случае его создания может стать таким локацией для общественного отдыха вот территории Гагаринского округа и тех, кто у нас улетает или прилетает в город Якутск в аэропорт. Поэтому, знаете, проектов море. Главное выбрать самые достойные, самые хорошие и не откладывая их там на 20-21, уже в 2018 году уже начать их реализовывать. И не только начать, но и уже закончить. Офис МФЦ – очень удачное место расположения точки для сбора пожеланий горожан. Сюда приходят люди для решения своих тех или иных задач и проблем. До конца голосования посетители МФЦ могут помочь решить проблему и городу с выбором, какие все-таки пространства благоустроить в первую очередь. Хочу сказать, что идешь когда в магазин там, с ребенком куда-то, смотришь, где есть белые пятна, которые надо просто обустроить. И в наших, вот это замечательно, что сейчас у нас появилась такая возможность, вот эти все белые пятна просто закрыть и сделать из них, обыграть их хорошо, сделать из них удобные общественные пространства. Вот, как бы я вот насчитала, где-то более десятка-полтора, наверное, в нашем округе. И я считаю, что нам нужно сейчас включить свою креативность, свою активность, свое неравнодушие, чувство хозяина, прийти и проголосовать. В промышленном округе такой пункт размещен в торговом центре «Уралумол» по улице Калица, 14/5. На церемонии открытия жители округа поприветствовал заместитель директора МКУ службы эксплуатации городского хозяйства, депутат Якутской городской думы Владимир Амосов. Он напомнил, что в прошлом году из 122 заявок на благоустройство дворовых территорий, поступивших на рассмотрение общественной комиссии, были отобраны 37. Из них в течение года были комплексно благоустроены 21 двор. Кроме того, обустроены и реконструированы 9 общественных пространств. Я предлагаю жителям своего округа облагородить и развить сквер перед аэровокзальной территорией. То есть где самолеты стоят Ан-24, Як-40, там сделать хороший сквер, чтобы люди собирались, проводили мероприятия, гуляния.
Помимо центра города и промышленного округа, пункт сбора предложений горожан для включения в рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий открылся на территории Гагаринского округа в торговом центре «Оптимист Проф» по автостраде 50 лет октября. Я хотела призвать жителей давать предложения именно по тем территориям, которые мы можем благоустроить как образец современного общественного пространства. Нужно еще понимать, что можно реализовать именно за 1 год. То есть это должно быть не очень большое пространство, например, городской парк. Понятно, что хочется, но, например, 100 га одновременно разработать за 1 год практически будет невозможно, поэтому наверняка надо выбирать именно те пространства, которые можно сделать за 1 сезон, и сделать очень качественно. И обязательно обращать внимание, что действительно эти пространства должны быть многофункциональными. Это не должна быть просто открытая площадь, куда люди приходили бы, смотрели как на музей, на какой-то объект. Это должно быть место, где дети могут отдыхать, взрослые могут найти места для тихого отдыха. Это наверняка должны быть в том числе и какие-то парковки, если это за пределами центра города, да, то есть в том числе не надо ограничивать себя, потому что действительно у нас в городе есть что делать. Предлагайте абсолютно все территории, которые вы считаете нужными. Самое главное, что этот опрос позволит, программа ведь рассчитана не на 1 год, она позволит окружной администрации, во-первых, откорректировать муниципальную программу, сделать так называемое ранжирование. Такие-то территории попадут на 2018 год, на 19, 20 и далее. То есть программа вообще федеральная рассчитана на 5 лет как минимум. И то сейчас важно услышать людей. А уже потом те территории, которые наберут максимальное количество голосов, будет рейтинговый отбор, по ним будут разработаны дизайн-проекты. И тогда мы подключим наших профессиональных экспертов, архитекторов, дизайнеров, людей, имеющих понимание, что такое качественное общественное пространство, именно призывать к тем проектам, которые мы считаем более профессиональными, более реальными для того, чтобы ими заниматься именно сегодня. Внести свои предложения можно в 5 открывшихся пунктах: в головном офисе МФЦ «Мои документы», торговом центре «Улуру Молл», в ТРК «Тоймада», кинотеатре «Синема-центр», в торговом центре «Оптимист Проф». Также сбор предложений идет во всех территориальных управах пригородов Якутска и в электронной форме на городском портале oneclickyakusk.ru. Присоединяйтесь. Твой город, твое решение. Дорогие якутяне, приглашаем вас принять участие в сборе предложений по благоустройству общественных пространств города Якутска в рамках федеральной приоритетной программы формирования комфортной городской среды. Анкеты можно заполнить до 9 февраля в пунктах сбора мнений, в торговых центрах, а также в управах и пригородах. Подробную информацию можно найти на сайте окружной администрации города Якутска yakutsk.rf. Твой голос, твое решение. Эхо столицы, польза в каждой странице. Читайте на этой неделе. Список обманутых дольщиков Якутска. Кому положены выплаты. Где найти работу школьникам и молодежи. Налоги начислят на баню и гараж. Во всех киосках горпечати с четверга.